Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. 30 декабря на внеочередной сессии Народного собрания депутаты парламента Абхазии во втором и окончательном чтении приняли закон о республиканском бюджете 2020 года. Кроме того, приняты бюджеты 6 внебюджетных государственных фондов. Подробности в репортаже Алики Трапш. Открывая внеочередное заседание сессии парламента, спикер Валерий Кварчи проинформировал о том, что ранее состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, и были обсуждены поправки к закону о республиканском бюджете на 2020 год. Затем председатель комитета Наталья Смыр вновь ознакомила коллег с основными параметрами госбюджета на будущий год, общий объем которого по доходам составляет более 10 миллиардов 301 миллиона рублей, по расходам более 10 миллиардов 604 миллионов. А дефицит составляет 302 миллиона 677 тысяч рублей. После этого депутаты перешли к обсуждению предложенных поправок, а именно увеличение размера доплат к пенсиям граждан Абхазии, не получающим российскую пенсию. Все эти замечания, если вы, друзья, бывали на всех комитетских заседаниях до того, вот, Илья Чичикович, мы постоянно, я говорила, софинансирование 453 миллиона, должно быть увеличены параметры, мы настаивали. И что самое еще интересное, не будут изменены межбюджетные трансферты, тоже хорошо, районы получат все свои деньги. Есть один хороший момент, и, может, поэтому я сегодня, откровенно говоря, и буду голосовать за этот бюджет, потому что это увеличение доплат пенсионерам, а это очень необходимо. Базовая абхазская пенсия составляет 500 рублей. Гражданам Абхазии, не получающим российскую пенсию, выплачивают доплату, размер которой теперь будет увеличен на 100%. К примеру, если доплата к пенсии ранее составляла 1000 рублей, то теперь пенсионер будет получать 2000 рублей, без учета фиксированной ставки пенсии. Увеличение доплат к пенсиям предполагается за счет перераспределения части средств, предусмотренных соглашением между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам республики. Увеличение доплаты к пенсии было детально изучено и рассмотрено. Вы видите, что в республиканском бюджете доходная остается на том же уровне. Расходная часть увеличивается в части межбюджетных трансфертов по пенсионному фонду на 17 миллионов. И 32 миллиона расходная часть увеличивается по тем предложениям профильного комитета, которые были озвучены. Данное увеличение расходной части планируется покрыть за счет дефицита, источником финансирования которого являются кредитные средства, которые планируется привлечь от, в первую очередь, Национального банка и иных кредитных организаций Республики Абхазия. То есть это дает нам возможность исполнить взятые на себя обязательства в предложенном проекте. Некоторые депутаты высказались против принятия закона о республиканском бюджете на 2020 год. К примеру, Рауль Лоло считает, что внесенные в него поправки незначительны. В нем не заложено никакие положительные показатели для нашей страны. И этот бюджет не отражает реальным положением дел. Я вас прошу, примите единственное верное для себя решение. После детального обсуждения законопроекта о республиканском бюджете на 2020 год с учетом внесенных поправок был принят во втором и окончательном чтении. Депутаты, не согласные с данным решением, покинули зал заседаний. На последнем в этом году заседании сессии парламента народные избранники во втором и окончательном чтении также приняли бюджеты 6 государственных фондов – пенсионного, фонда репатриации, внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, дорожного, фонда обязательного медицинского и социального страхования. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством Христовым. 2019 год был плодотворным для абхазо-российских отношений, продолжает активно развиваться двусторонний политический диалог на всех уровнях и сотрудничество во всех сферах. Убежден, что реализация достигнутых в ходе содержательных переговоров двусторонних соглашений будет способствовать дальнейшему наращиванию стратегического партнерства между нашими странами, отметил в частности в своем поздравлении Рауль Хаджимба. Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме выразил уверенность, что, опираясь на имеющиеся договоренности, Россия и Абхазия в дальнейшем будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество в самых различных областях на благо братских народов.
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым. Рауль Хаджимба в своем поздравлении отметил высокий уровень политического и социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Южной Осетией, основой которых являются многовековые братские отношения двух народов, и пожелал Анатолию Ильичу крепкого здоровья, успехов и благополучия, а всему народу Осетии мира и процветания. Анатолий Бибилов выразил уверенность, что для всех жителей братской республики Абхазия наступающий год станет годом мира и стабильности, принесет с собой радостные события, успех и достижения поставленных целей, а также убеждение, что наступающий год будет отмечен дальнейшим развитием и укреплением юго-осетино-абхазского взаимодействия во всех сферах жизни общества. Рауль Хаджимба обменялся поздравлениями и с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. Президента Абхазии с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым также поздравил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. К другим новостям. В Министерстве обороны прошло торжественное заседание, на котором были подведены итоги деятельности оборонного ведомства за 2019 год. В совещании приняли участие начальники управления отделов и служб министерства, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также представители военных комиссариатов республики. Репортаж Саида Джарсалия. Торжественное собрание открыл министр обороны Мираб Кешмария. Генерал армии подвел итоги выполнения задач оборонного ведомства за 2019 год, рассказал о планах работ на год грядущий и поздравил весь личный состав с наступающим праздником. В 2019 учебном году проведено множество командно-штабных, мобилизационных и радиотренировок. Их результаты показали уровень подготовки органов управления, штабов, воинских частей и военных комиссариатов на должном уровне. Министерство обороны искренне признателен вам, товарищи, военнослужащие и служащие, за то, что с честью и достоинством несете службу, обеспечиваете обучение личного состава, поддерживаете обороноспособность государства. Пусть наступающий год принесет вам успех в профессиональной деятельности, откроет перед вами новые возможности, станет залогом стабильности и процветания. Сердечно поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с новым 2020 годом. Особые пожелания тем, кто эти праздничные дни несет службу в караулах и во внутреннем наряде, обеспечивая спокойный отдых своих сослуживцев. Наиболее значимым событием в уходящем году стало подписание министрами оборонных ведомств Абхазии и Российской Федерации соглашения о развитии военного и военно-технического сотрудничества и финансировании России модернизации вооруженных сил республики. За уходящий год в вооруженных силах Абхазии совместно с воинским контингентом вооруженных сил Российской Федерации был проведен комплекс мероприятий, в результате чего абхазская армия становится более мобильной и способной быстро реагировать на современные вызовы и угрозы. В этом году Министерством обороны также была поддержана акция «Дорога памяти», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было инициировано посольством России в Абхазии. В текущем году эффективно продолжалось взаимодействие между Министерством обороны Республики и посольством Российской Федерации. Недавний пример – это совместное проведение акции «Дорога памяти». В ходе нее на территории Абхазии с 5 воинских захоронений была взята щепотка земли, которая отправлена в Москву и будет размещена в парке «Патриот», где сейчас строится главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Это мероприятие мы проводили в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которое мы будем широко отмечать в 2020 году. За добросовестную службу в рядах абхазской армии указом министра обороны рядовым военнослужащим и офицерам подразделений были вручены грамоты и ведомственные юбилейные медали. Товарищ министр обороны, рядовой кремлян для получения медали прибыл. В завершении торжественного собрания был организован праздничный концерт с участием артистов Дома культуры Гулрыпшского района. Саид Джарсалия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На площади Свободы в Сухуми открылся искусственный каток, который будет работать до 7 января включительно с утра и примерно до 11 часов вечера.
Площадь катка составляет 10 на 20 метров. Вход и аренда коньков для посетителей будут бесплатными. За один сеанс, который длится 20 минут, на катке смогут покататься 20 человек. Возрастных ограничений нет. В наличии размера коньков от 29 до 46. Катание на катке организовано посеансово, чтобы все успели покататься. Временно, к сожалению, приходится ограничивать, потому что мы сделали бесплатное посещение, чтобы имели возможность все его посетить, покататься, попробовать, что это такое. А, соответственно, ограничить во времени можем только то, что сделать там сеанс, 20 минут. Кто хочет, 20 минут покатался, ушел, следующая группа. По 20 человек, к сожалению, больше не получается, потому что это уже связано в связи с мерами безопасности. На катке чем больше людей, тем больше возможностей каких-то получения травм. Вот. Но вроде бы все довольны, все успевают, и постоять успевают, и некоторые по 2-3 раза успевают, там выбегают, сразу забегают, очередь занимают, чтобы еще раз прокатиться. Так что надеемся, что в таком режиме мы сможем выдержать до 7 числа. Новогодними представлениями и раздачей подарков в Сухуми завершилась акция благотворительной организации «Киараза Сирхамтас», в рамках которой у более чем 700 детей из многодетных и малообеспеченных семей исполнились желания. Подробности в нашем следующем репортаже. Сказка начинается, все мечты сбываются. И действительно, благодаря неравнодушным людям, простые мечты маленькой и такой шустрой Сарии, ее брата и сестер сбылись. В преддверии Нового года дети в своих письмах просили у Дедушки Мороза разные игрушки. Я просил у Дедушки Мороза робот на пульте управления. В Новый год сбываются даже самые смелые мечты. У Натальи Дрезнель 4 детей, 3 мальчика и 1 девочка. Все в основном просили игрушки и получили свои подарки. Но у младшего Давида было довольно необычное желание. Он попросил у Дедушки Мороза теленка. Вот сегодня ему везут его Соньку. Вот, он безумно счастлив, и мы тоже. Спасибо огромное фонду, потому что они очень сильно помогают и всегда наши просьбы стараются выполнять. А вот еще одна любительница животных. Карина давно мечтала о маленьких попугаях, и она тоже получила свой подарок. Да, я просила 2 попугайчиков и бомбинтон. На протяжении всего месяца дети подопечные фонда «Киараз» писали Дедушке Морозу письма, которые собирали сотрудники благотворительной организации в офисе. С каждым годом таких писем становится все больше. Отрадно отметить, что и количество благотворителей также увеличивается. Хотел бы поблагодарить всех индивидуально, кто поддержал нас, кто встал рядом. Без поддержки людей, наших граждан, а также люди поддержали за рубежом, с России, с Турции, звонили, писали. Вот буквально сегодня утром посылки присылают там с поезда, привозят с утра, чтобы успели мы раздать подарки детям. Некоторые из благотворителей решили вручить сами свои подарки, как, например, коллектив «Универсал Банка». Мы взяли 10 писем в этот раз. Дети в основном просили теплые вещи. Письма были очень такие трогательные. Дети просили теплые колготки. Почти все просили теплые ботиночки. У этой новогодней истории главные герои, в которые дети, безусловно, счастливый конец. Благодаря неравнодушным жителям республики, простым гражданам страны, различным организациям и учреждениям, Дедушка Мороз ответил на все письма. После вручения подарков для детей была организована развлекательная программа с участием аниматоров. Гугуца Вардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Московская абхазская диаспора подарила мандарины хосписам Москвы, сообщается на официальном сайте МАД. Ранее учредитель фонда помощи хосписам Вера Нюта Федермессер написала в социальных сетях, что в этом году в хосписах Москвы на Новый год не будут завезены мандарины. На сообщение откликнулась московская абхазская диаспора, и 30 декабря в хосписы Москвы доставили главный и вкусный атрибут Нового года. Всего абхазские фрукты были подарены 12 хосписам.
Вот уже год, как в Абхазии работает благотворительный фонд «Доброе дело», который помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В канун Нового года совместно с компанией A-Unite Group учредители и друзья фонда организовали для своих маленьких подопечных праздничное представление и вручили им подарки. Смотрите репортаж Сарии Кварцхелия. 9-месячная подопечная фонда «Доброе дело» Доминика Ходжава получила свой первый в жизни новогодний подарок от Деда Мороза. Посмотрев на эту улыбающуюся малышку, сразу и не скажешь, что у нее тяжелое гормональное заболевание. После рождения врачи поставили маленькой Доминике диагноз «дисфункция надпочечников». Родители обратились за помощью в фонд «Доброе дело». И вот 2 месяца назад ребенку была успешно проведена операция в Московском эндокринологическом научном центре. После рождения ребенка сквореческие врачи отправили нас в Краснодар, город Краснодар. Когда мы туда приехали, они нам сказали, что вам нужно выезжать в Российскую Федерацию, так как мы туда, когда приехали, все средства, то, что у нас было исчерпано. Приехали сюда, услышали, что есть такой фонд «Доброе дело», благотворительный фонд. Мы обратились к ним. А нашей просьбе, которые откликнули директор фонда «Доброго дела», весь коллектив приехал к нам. Они все возможное сделали, отправили нас в город Москву. Спасибо им за то, что они есть. Это надежда наших детей, больных детей. Для фонда это тоже первый Новый год, который он встречает вместе со своими подопечными. Организация за такое короткое время смогла оказать помощь 7 детям. Среди них Саида Мичба, Донат Кварчелия, Отар Черкезия, Карина Кищан. Все они нуждались в серьезной операции на сердце. Благотворительный фонд со дня своего основания сотрудничает с Московским центром сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В канун Нового года решили сделать благотворительную акцию. Нам всего год, первый Новый год мы встречаем с нашими детишками. Их 4 сегодня, к сожалению, все не смогли приехать. Вот московская компания «Unit Group», они решили сделать подарки. Дед Мороз и Снегурочка наши будут вручать нашим детям. Да, они, правда, маленькие еще у нас, но я думаю, все равно в памяти останется что-то. В канун Нового года фонд «Доброе дело» и компания A-Unite Group сделала подарки маленьким подопечным фонда. A-Unite Group – крупнейшее объединение интернет-пользователей, действующее на территории России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Знакомство с данной компанией было не случайным. Во время очередной поездки в Москву директор фонда Энри Кортава познакомился с ее президентом. Оказалось, что помимо своей деятельности организация занимается и благотворительностью. Компания Unite Group сотрудничает с благотворительным фондом города Очимчира «Доброе дело». И сегодня у нас в конце года мы встречаем Новый год 2020, провожаем уходящий и дарим детишкам подарки от компании, которых за этот год прооперировал фонд «Доброе дело». Энри Кортава в знак благодарности вручил представительнице A-Unite Group благодарственное письмо. А в завершении встречи Дед Мороз и Снегурочка раздали детям подарки и сделали памятную фотографию у елки. Сария Кварцхелия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Самый настоящий праздник в преддверии Нового года был устроен для жителей старого поселка в Сухуме. Здесь, у главной елки микрорайона, организовали специальную развлекательную программу с участием аниматоров. Смотрите репортаж Эсмы Гуланзе. Вот уже на протяжении 4 лет в преддверии Нового года при поддержке Управления культуры и администрации города Сухум у елки в старом поселке проводятся праздничные мероприятия. В их рамках организовывается развлекательная программа. Кроме того, все детишки микрорайона получают сладкие подарки. У нас более 200 подарков. После завершения мероприятия мы проведем раздачу подарков. Впереди у нас очень много праздников. Хочу поздравить весь народ Абхазии с наступающим Новым годом. Пожелать им всех благ в Новом году. Дед Мороз, Снегурочка, различные сказочные персонажи, игры, танцы, хороводы, песни и стихи. Все как и положено на новогоднем празднике. Особенно порадовали детей аниматоры в костюмах сказочных героев. Мы играли, плясали и
Я уже знаю вот этих всех аниматоров. Мне очень понравилось. Поздравляю всех с наступающим годом, чтобы были все счастливы и здоровы. Посмотреть на новогодние представления пришли не только дети, но и их родители. Им праздничное мероприятие тоже пришлось по душе. Хочу сказать большое спасибо администрации города. Были праздники новогодние, но такого праздника, как в этом году, небывалое. Чистота, порядок, уют, столько подарков, столько игр. Большое спасибо. Во всех городах и районах страны люди готовятся к встрече Нового года, проводя аналогичные мероприятия, так как именно это способствует созданию особой праздничной атмосферы. Эсма Голанзе, Гугут Савардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. До наступления Нового года остался один день. В каждой семье завершаются последние приготовления, чтобы встретить его как положено, с наряженной елкой, за накрытым праздничным столом и в кругу самых близких и родных людей. Как готовятся к встрече 2020 года жители и гости Сухума? В атмосферу предпраздничной суеты окунулась Амилия Бисмарк. Новый год – долгожданный праздник, однако все замечают, что перед его наступлением время словно ускоряется, а ведь надо так много успеть. Когда 31 число – будний рабочий день, задача серьезно усложняется. Центральный столичный рынок буквально переполнен людьми, но суета не отменяет хорошего настроения. Желаю счастья, здоровья, благополучия. Всего самого наилучшего. На прилавках обилие товаров. Подобрать продукты по вкусу смогут как любители традиционного стола, так и изысканные гурманы. К слову, согласно китайскому календарю, в год крысы приветствуются сырные деликатесы и всевозможные виды орехов, семечек и бобов. Глядя на разнообразие товаров, можно предположить, что продавцы готовились к Новому году, словно по совету астрологов. У нас прямо все ассорти орехов, какие хотите. Пожалуйста, вы хотите, покупайте. Поход на рынок перед Новым годом как своеобразный ритуал. Сейчас здесь можно встретить кого угодно, а если немножко повезет, то и передать поздравления всей стране. Жители Абхазии желаю Новый год, чтобы прошел на высшем уровне. Да здравствует Абхазия! Торговые точки сверкают праздничными украшениями, а стройные елочки на любой вкус и даже цвет ждут своих покупателей. Оформители только и успевают упаковывать подарки. Детям игрушки оформляют, а в основном покупают мышек. Вот разобрали, у нас красивые мышки были. Оформляют вот такие коробочки, бижутерию, золото. Желаю всем здоровья, счастья, добра, чтобы не было войны. Ну какой же Новый год без настоящего салюта? Разглядывая разнообразие пиротехники, представленной на центральном рынке, невольно возникает вопрос, кто следит за качеством данного товара. На эту тему мы поговорили со специалистом по пожарной безопасности. Контролируем те объекты, где происходит массовая продажа этих изделий и хранение, естественно. Делаются предписания. После этого делаются контрольные проверки. Периодически ходим, инспектора наши проверяют эти места для продажи и хранения. Существует 5 классов пиротехнических изделий. Класс должен быть указан на упаковке сертифицированного товара. Специалисты советуют выбирать пиротехнику российского производства не только из-за лучшего качества, но и потому, что будет легче ознакомиться с инструкцией по использованию салюта или фейерверка, а в случае возникновения ЧП звонить по указанным телефонам 001 01 911. Первый, второй, третий класс их можно использовать в быту, естественно, под надзором взрослых людей, старших, если это дети хотят использовать, конечно. Остальные 4-5 класса это профессиональные пиротехнические изделия, которые требуют более профессионального подхода и выбора места для их использования. Готовятся ко встрече Нового года и гости Абхазии, которые на праздники специально приезжают в республику, как выяснилось, по разным причинам. Вы выбрали Абхазию, потому что это страна души. Здесь все очень хорошо, красиво, погода хорошая, настроение хорошее, люди душевные. Снега нет, не смущает вас? Снег в горах будет. Мы в горы поедем, там будет снег. Снеговика слепим. Я просто люблю путешествовать, и в Абхазии я второй раз. Мне очень нравится эта страна. И, в принципе, мне нравится, что здесь можно недорого отметить Новый год. То есть, если бы я осталась, например, в Москве, это было бы раза в 3 дороже. Мне здесь нравятся люди. Единственное, конечно, на рынке их слишком много.
В каждой части города свои признаки грядущего праздника. На проспекте Аяйра особенно привлекают внимание витрины магазинов. Люди выбирают друг другу подарки, чтобы создать то самое ощущение новогоднего чуда. А тем временем неумолимо приближается 2020 год, наступление которого все мы ждем с трепетом, приятным волнением и верой в лучшее. Амелия Бисмарк, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами возможен туман. В предгорьях и горах к вечеру снег с дождем, снег. Температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.